Ряд вопросов, которые касаются проблемы сохранения и развития родного языка, ну и в целом по стране и в мире сейчас, можно сказать, та же проблема стоит почти везде, кроме очень крупных государств, которые, как правило, являются или мононациональными, или же, допустим, являются странами, которые не имеют какого-то интереса к языкам малых народов своих стран. Как известно, это десятилетие с 2022 по 2032 год в международном масштабе объявлено десятилетием коренных языков народов мира. И в этом аспекте, в этом плане во всем мире, в основном во всем мире, происходят процессы, которые должны в какой-то мере содействовать сохранению и развитию языков народов мира. Дело в том, что не просто даже язык имеет главное значение, а вот если мир, человечество теряют хотя бы один язык, это значит, мир теряет один народ, один этнос. Ну и в таком соцветии, в букете языков народов мира, потеря даже одного цветочка, это очень со временем, по крайней мере, ощутимый негативный результат. Нынешний год, как мы знаем, объявлен главой республики годом чеченского языка. А это не просто объявление года. На этот год в Чеченской республике намечен целый ряд очень крупных мероприятий, которые должны содействовать сохранению и развитию чеченского языка. Вот, будучи членом Совета по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чеченской Республики, я знаю, что в республике в этом году около 2000 различных мероприятий проведено в целях сохранения и развития чеченского языка. Но вот сейчас мы слышим, что очень часто возникают такие вопросы, что почему молодое поколение не хочет изучать родной язык? Я бы не сказал, что оно не хочет, а просто оно не обращает внимания на родной язык как средство, основное средство идентификации, национальной идентификации своего народа. И просто вот не задумываясь, говорит даже не на русском языке и не на чеченском языке. Это, как правило, вот так называемая в социолингвистике винегретная речь, когда наш разговор состоит из разных средств, то русского, то чеченского языков. А так вот, что касается глобальных проблем, есть ли вот такая проблема, как у нас, когда, допустим, молодежь, меньше стала говорить на родном языке. Дело в том, что это десятилетие языков коренных народов мира, поэтому и объявлено, что глобализация, развитие средств массовой информации, развитие транспорта, огромные миграционные процессы, они приводят к стиранию каких-то языковых особенностей и приводят к тому, чтобы малые этнические группы переходили на язык более крупного и давлеющего в культурном плане, в политическом, экономическом плане этноса. Поэтому эти проблемы существуют везде. Ну и надо сказать, вот обычно, что нашей страны касается, вот у нас в Российской Федерации, по крайней мере, вот последние десятилетия, полтора десятилетия, можно сказать, вот наметился очень сильный сдвиг в сторону национальных языков, в сторону их сохранения, проявился интерес к этим языкам, к их исследованию, к их использованию. И особенно вот в этом процессе, в масштабе нашей страны, на передовых рубежах среди национальных республик идет наша республика. Надо заметить, что и учебники по чеченскому языку и чеченской литературе мы создаем
раньше, чем все, можно сказать, субъекты Российской Федерации. И мы их не только создаем, но мы их и унифицируем, мы их улучшаем значительно, ну, можно сказать, год от года. И если, допустим, наши граждане, наше население думает о том, что вот за рубежом к языкам народов, малых народов проявляется очень большой интерес, а у нас его нет, то это неправда, потому что у нас наша национальная языковая политика в таком сравнительном аспекте лучше, чем в большинстве стран мира, да, можно сказать, чем даже во многих странах мира, потому что, вот, например, мы говорим о малых языках, а малые языки, например, в Индии есть языки, носители которых насчитывают 10-15 миллионов человек, языки являются бесписьменными, и никакой заботы об этих языках у них не проявляется. У нас такого явления, конечно, нет. У нас очень много языков, во-первых, много почему? Потому что мы учитываем все эти языки в нашей стране и проявляем, ну, значительную заботу, и даже одноаульные, некоторые малые языки у нас являются письменными. Вот что касается, какие задачи стоят перед обществом и наукой. Перед обществом стоит одна крупная задача – говорить на родных языках. А перед наукой стоит задача, чтобы создать все условия для общества, чтобы общество при его желании могло изучать родной язык, но, естественно, исследовать его. А изучение, исследование – это как раз является ключом к пониманию языковой культуры, к пониманию души народа. Так? И поэтому вот именно исследование и изучение должно создавать все предпосылки для того, чтобы язык для будущих поколений сохранился. Что касается вопроса о том, что делается институтом чеченского языка. Ну, год чеченского языка, институт чеченского языка стоит в центре всех этих проблем, в центре решения этих проблем. И что нами сделано? Нами не ради красного словца, как говорится, изданы новые учебники чеченского языка для начальной школы. Именно начальная школа, по нашему мнению и по мнению научных деятелей, является основополагающей, фундаментальной базой для сохранения родных языков, потому что до 5-7 лет, если ребенок не усвоил родной язык, то наука говорит о том, что дальше он на этом языке, этот ребенок будет разговаривать как на втором, то есть как на неродном языке. Поэтому на начальную школу мы делаем основной упор. И наш министр и Министерство образования республики нацеливают институт чеченского языка на решение школьных проблем, прежде всего проблем начальной школы. Значит, в этом плане, еще раз, мы создали новую линейку учебников с 1 по 4 классы по чеченскому языку. Эти учебники, они современные, это не модернизированные старые учебники, это новый коллектив авторов, и подход к языку там современный, он другой. Эти учебники поступят в наши школы, и я думаю, что и дети, и учителя будут рады им. Кроме того, мы создали в этом году новую линейку учебников с 1 по 4 класс по литературному чтению на чеченском языке. Это тоже совершенно новый коллектив авторов, это по заданию министерства, институт чеченского языка разработал эти учебники, в этом году поступили в наши школы. Они тоже, по нашему мнению, являются более удобными, более интересными, как с точки построения материала, подачи его, так и в плане того, чтобы пробудить у детей интерес к ним. Эти учебники уже в школе. Кроме того, мы создали большой орфографический словарь чеченского языка. Это не тот бывший 10-томник, это в одном томе. В этом словаре 1000 страниц.
и около 130 тысяч слов. Это большой словарь, который издается сейчас в нашей республике, нашим издательством, и он в скором времени, вот в ближайшее время поступит в школы и населению нашей республики. Этот словарь разработан на основе новой орфографии, то есть усовершенствованной орфографии чеченского языка. Но этот том, он очень большой, он емкий и он тяжелый даже на вес для учеников, учителей, он для пользования будет достаточно громоздким. Поэтому по заданию министра образования и науки мы разработали еще один словарь, школьный орфографический словарь, который в базе своей включает все термины и лексику учебников чеченского языка для школы. Поэтому и он полностью соответствует новому большому орфографическому словарю в орфографии, в написании, в наборе, в подаче материала и так далее. Мы в нашем институте создали целый поток курсов, которые были нацелены на объяснение школьным педагогам существо новых изменений в орфографии, в изменения, которые произошли в учебниках, в учебной литературе по чеченскому языку, по чеченской литературе. И вот эти семинары и курсы у нас, они постоянно действуют. Кроме того, различные олимпиады, конкурсы среди учителей, учащихся и так далее, они также содействуют тому, чтобы чеченский язык и сохранялся, и развивался. Отдельно хотел бы сказать о конкурсе, который объявлен главой республики в год чеченского языка. Нохчимет Гоузанча, знаток чеченского языка. Это небывалый в истории народов мира, и я не побоюсь этого слова, конкурс, когда наш глава республики объявил такой гонорар победителю конкурса 5 миллионов, второму призеру 2 миллиона, третьему призеру 1 миллион рублей. То есть я не помню ни одного случая, по крайней мере, он нигде никогда не описывался, чтобы в мире даже руководитель любого крупного государства объявлял вот такой конкурс на таком своего языка. То есть это уникальное явление, это в нашей республике имеет место, и вот последний тур этого конкурса пройдет этой осенью у нас. То есть это не просто гонорар, это мы видим, что мы, глава республики, своим указом, этим конкурсом пробудил народ к тому, что мы должны знать, сохранять родной язык. Ну, вот есть вопрос о том, что создается приложение, которое поможет печатать на компьютерах, смартфонах. Да. Этим приложением занимается Академия наук Чеченской Республики. Это не в нашем институте происходит, поэтому я о нем не могу судить. Но я знаю, что оно разрабатывается, и я знаю, что оно будет очень полезным для населения. Но с другой стороны, вот наш словарь, большой орфографический словарь, в 1000 страниц, 130 тысяч слов, 800 тысяч словоформ. Этот словарь мы заложим в компьютерные сети, чтобы им можно было пользоваться и на занятиях, и журналистам, учителям, учащимся, и населению и так далее. То есть это тоже будет большая помощь нашему населению. Обсуждался вопрос о переводе всей образовательной программы в школах на чеченский язык. Да, вот такой вопрос обсуждался в начале 21 века, в начале 2000-х годов. Я очень хорошо помню в то время проблемы Министерства образования и науки, потому что какая-то часть населения и часть языковедов настаивали на том, чтобы перевести школы на родной язык обучения. И основной аргумент был вот таким, значит, наши дети совершенно не знают русского языка, и поэтому то, что мы в школах
им преподаем на неизвестном для них русском языке, является насилием над этими учащимися. Это было недавно, 20-15 лет назад. Вот мы видим за эти последние годы, что ситуация кардинально изменилась, прямо в противоположную сторону. Сейчас у нас стоит вопрос о том, что наши дети, идя в школу, поступая в школу, не знают родного языка. То есть прямо наоборот. И сейчас проблема, как бы этих детей научить родному языку. И поэтому вся сеть дошкольного образования, воспитания, вся система начальной школы у нас в республике нацелена именно на улучшение знания родного языка, чеченской литературы, именно на этом раннем этапе. И те усилия, которые прилагает Министерство образования республики, они являются очень действенными в этом плане. Это издание учебников, это переподготовка учителей, это создание всей системы документации, вспомогательных ресурсов, методичек, программ и так далее, которые должны содействовать улучшению и облегчению работы учителя, ну и облегчению задачи учащихся. Поэтому сейчас вопрос о том, чтобы перевести систему школы на родной язык обучения, у нас вот, она, ну, по крайней мере, актуальность свою утратила. И сейчас в таком широком масштабе это почти никто не обсуждает. Но опять-таки надо сказать, что это не вопрос населения, это вопрос системы, это вопрос министерства, это вопрос республики, руководства республики. Вот вопрос такой, почему у молодых людей нет желания говорить на родном языке? Ну, опять-таки, я бы не сказал, что у них нет желания. Они вот не задумываются над тем, почему и как я говорю на языке вообще. И такой широкий спектр языковых средств, которые позволяют выразить свое мнение человеку, так? Вот не задумываясь, молодой человек выражает все это любыми доступными для него средствами. Эти средства могут быть частично из родного языка, частично и из русского языка. Но я бы сказал чуть-чуть по-другому. Не в плане того, что у молодежи нет желания говорить на родном языке, а в том плане, что нам больше внимания надо уделять вопросам культуры речи. Если мы говорим на родном языке, мы должны говорить на чеченском. Если на русском, то мы должны говорить на русском языке. Поэтому вопрос культуры речи, он и в школьной системе, и в вузовской системе, он актуален. Надо отдать должное тем, кто поставил этот вопрос, что культура речи должна более широко проповедоваться, преподаваться, изучаться и в вузовской, и в школьной системе. Вот я хочу просто привести для интереса одно предложение, когда мы считаем, что мы говорим на родном языке. Когда у человека возникает вопрос, а какими средствами я выразил свое мнение, свою мысль, то когда он видит этот набор слов, тогда он только понимает, а я же сказал это вот как-то. Например, во вторник на 6 вечера встреч назначить ела. Я думаю, что я не задумываясь, полагаю, что я сказал на чеченском языке. А на самом деле для любого гражданина, который не владеет чеченским языком, но знает, понимает русский, никакого секрета эта речь не представляет. Во вторник на 6 вечера встреч назначить ела. Во вторник Шинридинах на 6 вечера Сара Ялдач, Оушкитер, Билголдахклах. И Элцелуш, вот в этом наборе одно слово чеченское ела. Ни одного чеченского слова, кроме этого одного, там нет. Но тем не менее молодой человек или девушка считают, что они на чеченском говорят. Вот поэтому актуален вопрос
изучение, преподавание дисциплины культура речи. И не только родной, но и русской речи. Ну и что вот напоследок, вот как нам бы хотелось сказать, вот говорите на родном языке. Если вы считаете на русском какую-то мысль, надо сказать, говорите на русском языке. Но ни в коем случае мы должны один раз задуматься, а как я говорю, правильно ли я говорю. Вот эта культура речи, она должна стать для нас актуальной. Что хочется сказать? Я думаю, что те меры, которые предпринимаются в республике в вопросе о сохранении и изучении и развитии чеченского языка, они дадут свой результат. Потому что вот наш институт, например, сделал в этом году не ради красного словца намного больше, чем за предыдущие там несколько, 3, 4, даже 5 лет. Ну и те огромные шаги, которые предприняты под руководством главы республики, Министерства образования республики, это орфография, создание крупных словарей, создание новых учебников, создание всех вспомогательных средств, методических пособий для изучающих, преподающих, исследующих чеченский язык. Вот эта мера даст свой положительный результат. Мы в этом уверены. И мне хочется поздравить всех чеченцев с тем, что они идут по правильному пути в вопросе о сохранении и развитии чеченского языка. Спасибо за внимание.